В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Корреспонденты ИА Рамзан Абуев готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Из села в город. Это улучшение жизни, качества жизни жителей Ачхой-Мартана. Рамзан Кадыров провел совещание в правительстве. Главная тема – социально-экономическое развитие Ачхой-Мартана. Каких изменений ждать жителям? Жилищный вопрос решен. Рамзан 50 семей получили новые квартиры от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Разделим радость новоселов. Корабли мыслей. Очень важно, чтобы наша культура развивалась, крепла, чтобы мы могли транслировать свои какие-то ценности уже дальше. В Национальной библиотеке проходит первый книжный фестиваль в Грозном. На площадке творческие встречи с известными авторами, ярмарки, презентации новых изданий. Разработана дорожная карта, разбитая на два этапа. Она предусматривает строительство районной больницы и школ и их капитальный ремонт. Берегоукрепительные работы, об этом доложил премьер-министр Муслим Хучиев на совещании под руководством Рамзана Кадырова. И все это в рамках процесса по развитию самого молодого города Ачхой-Мартана. Репортаж Турпала Али Тайсумова. Ачхой-Мартан – это современный населенный пункт, в котором проживает более 30 тысяч жителей. Инфраструктура, удобное расположение способствуют активному его развитию. А теперь по поручению главы региона Рамзана Кадырова начат процесс преобразования села в полноценный город. Именно этот вопрос был рассмотрен на совещании главы субъекта вместе с руководителями министерств, ведомств и муниципалитетов. В прошлом году я дал поручение правительству Чеченской Республики создать оперативный штаб по обеспечению социально-экономического развития села Ачхой-Мартан и его преобразования в город. Мусим Сябобина Дон, мусим сега самый главный Дон, Удон, да часть сектора Удон, да до Кубелов побежишь по город Дон, соответственно Дон, сега Хриещу Дон. В своей речи председатель правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев привел ряд примеров благоустройства и создания социально-экономических, образовательных и спортивных объектов района. Для этого уже создана так называемая дорожная карта с выделением на все финансовых средств. На сегодняшний этап разработана дорожная карта, которая разбита на два этапа. Первый этап – это период 23-25 годы. Общая сумма финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий, составляет 8 миллиардов рублей, в том числе внебюджетные средства 523 миллиона рублей. Первоочередные меры направлены на развитие инженерного транспорта и социальной инфраструктуры. Наиболее крупные мероприятия, запланированные на 23-25 годы, это строительство центральной районной больницы. Это благодаря вашей поддержке, Рамзан Ахматович, на федеральном уровне добились финансирования вот этого проекта. Более миллиарда ахшурду. Также капитальный ремонт 2 школ в 23 и 4 школ в 24-25 годы на сумму 446 миллионов. Расширение до 4 полос съездной дороги города Ачхой-Мартан, стоимость 680 миллионов. Капитальный ремонт дорог Кадырова, Макаева, Харькова. Второй этап реализации намеченных мероприятий рассчитан на 25-30 годы. Наиболее крупные мероприятия запланированы на 25-30 годы. Это строительство школы на 720 мест, стоимость 982 миллионов. Строительство объездных дорог по направлению села Катарют, села Бамут, 8 километров. Включение соответствующей государственной программы асфальтированных дорог местного значения, более 90 километров. Планируется разработка ПСД в 2024 году. На сегодняшний день направлены письма руководителей федеральных органов власти по вопросам строительства новых зданий силовых ведомств. Это прокуратура, МВД, ФСБ, МЧС. Переноса места дислокации временной оперативной группировки также органов и подразделений ГУ, МВД России по СКФО. От ФСБ на сегодняшний день получен отказ, хотя управление по Ачхой-Мартану располагается в бывшем здании Сбербанка ЧСР.
По остальным ведомствам, Рамзан Ахматович, ведется предварительная работа по выделению земельных участков. В целях реализации поставленных задач оперативным штабом, Рамзан Ахматович, Госкомитет по архитектуре и градостроительству Чеченской Республики разработана концепция застройки нового центра в городе Ачхой-Мартан. Данная концепция разработана с целью определения основного направления развития территории для формирования последующих этапов, включающих работу по разработке предпроектной и проектной документации. Буквально вчера, по вашему поручению, мы заложили капсулу под строительство спортивного комплекса с бассейнами и школы тенниса из тех 5 спортивных объектов стоимостью около 5 миллиардов из федерального бюджета, которые благодаря вашим усилиям и авторитету в ближайшее время появятся в городе Грозном. Это всего лишь, на самом деле, одно из множества достижений на пути Ахмата Хаджи Кадырова дал Газд Обалдольсон под вашим руководством. И тот факт, что несмотря на международные санкции, несмотря на давление и ведущийся СФО, у нас строятся современные социальные, закладываются, строятся современные социальные объекты. Это показатель того, что у нас в государстве все стабильно и победа будет за нами. Дарья Исхуна, Рамзан Ахматович, за поддержку. Благодаря вашему авторитету мы сегодня можем говорить о созидательных процессах в Чеченской Республике, в том числе о тех объектах, которые никогда не были, ни в ЧСР даже не были, но сегодня уже Хобандош, Дал-Мула появится и будет очень сильно востребован. Что касается строительства новых зданий для силовых ведомств, в том числе и ФСБ, то здесь Рамзан Кадыров заверил, что этот вопрос легко решаем. Главное найти верный способ. Я думаю, что Игорь Владимирович решит этот вопрос, потому что это нарушает все нормы федеральной службы безопасности. В первую очередь должна стать для нас примером. А то они думают, вопросы, которые адрес них поднимающий, будет отложен на долгий ящик, и дальше будет там переписками заниматься. Но мы выйдем до Сергея Борисовича, кто отписал первый зам, на него выйдем и подробно получим, что он хотел нам объяснить, я не знаю, Федеральной службе безопасности. У них должна быть свое здание, которое соответствует со всеми стандартами. Я думаю, что это решаемый вопрос. Руководитель региона выразил уверенность в том, что все эти планы будут реализованы 100%. По его словам, команда, основанная первым президентом Чеченской Республики, героем России Ахматом Хаджи Кадыровым, всегда добивается успеха в решении любых вопросов. И этот, без сомнения, не будет исключением. Есть вопросы более серьезные, есть бюджетные, есть небюджетные. Там надо найти людей, инвесторов, меценатов, для того, чтобы решить вопрос, касающийся небюджетного характера. Этот вопрос мы тоже решим, потому что для команды Ахмат Хаджи нет нерешаемых вопросов. Мы заявили, что создадим со всеми условиями город Ачхой-Мартан. И я уверен, что мы сделаем и должны сделать так, как мы объявили. Начало второго квартала. Все мы будем участвовать, и все мы будем находить людей, которые могут нам помочь в этом, и распределим между собой, и сделаем так, чтобы город, самый молодой город, стоял красиво и максимально были комфортные условия для этого города. Я думаю, все мы поддерживаем, и все готовы участвовать, потому что Ачхой-Мартан один из первых участвовал во всех наших проектах, и никаких проблем никогда у нас не было. Поэтому я нам желаю удачи, а город, чтобы стал самым красивым, со всеми удобствами. В беседе с представителями средств массовой информации премьер-министр в подробностях раскрыл все детали и сюрпризы, которые ждут жителей Ачхой-Мартана. Он отметил, что благодаря помощи властей населенный пункт быстро приобретет городской статус. Запланировано в рамках преобразования города Грозного строительства многоэтажного жилья более 26 тысяч квадратных метров. Это и новые коммуникации соответствующие, это и дорожный полотно будет меняться, асфальтироваться. Также, что немаловажно, благодаря Рамзану Ахматовичу Кадырову,
его усилиями, авторитету удалось на федеральном уровне отстоять финансирование Центральной районной больницы. Это более чем 3 миллиарда 600 миллионов рублей. Это очень важный, нужный социальный объект. До сих пор эти объекты они были основаны, больница была основана там годами, датируется 50-е годы, абсолютно аварийные здания, многие отделения там были просто закрыты из-за ветхости, невозможности проведения, функционирования дальше в этих помещениях. Это действительно, даже один этот факт, строительство центральной больницы, это просто грандиозное событие для Чхой-Мартана. Касаемо частной собственности и жилья, Муслим Хучиев подчеркнул, что люди могут не беспокоиться. Все строительные работы будут учитывать расположение жилых и нежилых зданий. Не предполагается снос существующих зданий, потому что административный центр по поручению главы Чеченской Республики строится в новом месте. Это практически пустыри, но там есть аварийные многоэтажки, которые и так вошли в программу переселения аварийного жилья, которые подпадают под снос и строительство новых. Взамен будет им предоставлено новое жилье будет. Это вот касается в рамках действия программы переселения из аварийного жилья. Поэтому это будет новое место, территория будет благоустроена, там и водохранилище соответствующее будет, вокруг которого будет произведено соответствующее городское благоустройство. Мы на сегодняшний день ведем активно сейчас работу по подготовке проекта сметной документации по соответствующим объектам. Сама программа преобразования в город Чхой-Мартан, она рассчитана 23-30 годы включительно. Это долгая программа. Теперь работникам муниципалитета предстоит проделать много труда, и только сплоченностью они оправдают все возложенные на них ожидания. А Чхой-Мартан по счету станет уже 7-м городом. Он, как и другие, будет иметь свой собственный торгово-промышленный центр и множество современных удобств. Безусловно, толчок в его развитии скажется и на все остальные населенные пункты района. Турпа, Лолита Исумов, Шейх Мансур Малатов и Анзор Тураев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести. Чеченская Республика. Помощник главы Чеченской Республики и председатель Совета регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Ахмат Кадыров встретился с министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым. Общение состоялось в ходе его визита в Баку в рамках мероприятий, посвященных столетию со дня рождения третьего президента страны Гейдара Алиева. Собравшиеся определили возможные пути взаимодействия и выразили надежду на дальнейшее развитие теплых братских отношений. В завершение стороны обменялись памятными подарками и добрыми пожеланиями. Стоит отметить, что в честь памятной даты ряд мероприятий запланирован и в нашем регионе. 120 тонн гуманитарного груза на 10 фурах было отправлено на территории Луганска, Донецка, Херсона и Запорожья. В него входят предметы одежды и спальной принадлежности. Помощь получат нуждающиеся жители. Груз отправлен по поручению главы региона от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Новое жилье получили 50 остронуждающихся семей Грозного от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Ключи новоселам вручили в городской мэрии в ходе торжественного мероприятия. В нем приняли участие заместитель председателя правительства, министр имущественных и земельных отношений Хамзат Кадыров, помощник главы региона, председатель Совета регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Ахмат Кадыров и мэр города Хас Магомед Кадыров. Стоит отметить, что помощь получили многодетные семьи с инвалидами и участников специальной военной операции. وبيش مارخ بيتح شاشمين لي لوشتك أيماني رمزاني الله دا سادو الدقر إميرتو سو يلي سو إش سي تشوخريتي يا ساتشناير. Проверка на прочность. В Грозном тестируют дома на случай землетрясения. Сейсмологи имитируют 9-бальные колебания. А внутри находятся проектировщики и строители. Они уверены, монолит выдержит. Проверяли жилой комплекс «Платинум». Он включает в себя 3 жилых дома высотой 105 метров. Осмелилась ли наша корреспондентка войти в здание, пока тестировали многоэтажку, узнаем из следующего репортажа. Первый в Чеченской Республике сейсмоустойчивый жилой комплекс. Испытания на этом объекте проводятся уже в 3-й раз, моделируя землетрясение в 9 баллов. Прямо сейчас это здание переместится на 140 миллиметров.
Немного потрясло, не более. Объект успешно выдержал колебания. Их генерировали сейсмоизоляторы. Такая система в Чеченской Республике ранее не использовалась. Посмотреть на проект и перенять опыт подобного строительства прибыли представители Турции, которым хорошо знакома эта проблема, поскольку сталкиваются они с ней систематически. Ваши граждане, 100 метров объекте очень безопасно. Это я чувствовал. Внутри это испытания мы чувствовали. Мы трогали колонны, мы чувствовали отземные удары. Жилой комплекс «Платинум» по проекту грузинского архитектора Абдуллы Зелимханова включает в себя 3 жилых дома в 33 этажа высотой 105 метров. Нам необходимо провести столько испытаний, которые дадут нам возможность подтвердить расчеты математические. В принципе, заложено до 5 раз расходы на это. Ну, надеемся, что 2-3 раза будет достаточно. Профессоры из российских университетов также ведут мониторинг за зданиями, которые проходят испытания, а также за теми, которые входят в воронку влияния строительства. Испытания прошли гладко, каких-либо сверхнормативных наколений не было. И мы наблюдаем здание уже давно, и нагрузка постепенно увеличивается, так как этажи растут. И отклонений, то есть сверхнормативных осадок или сверхнормативных кренов не обнаружено на здании. Основная задача – обеспечить целостность всей конструкции здания с минимальными разрушениями. Так как Чеченская Республика находится в зоне высокой сейсмической активности, подобные проверки необходимы. Медина Мударова, Мовсар Хаджиев, Сайдемин Дудмирзаев, Вести, Чеченская Республика. Министр туризма Муслим Байтазиев прокомментировал ситуацию со скандальным роликом. Недавно в сети стало активно распространяться видео, снятое группой туристов в мечети города Шали. Всеобщее негодование жителей региона и всего мусульманского сообщества страны вызвало неподобающее поведение высказывания гостей в кавычках в святыне. Мнения людей разделились. Кто-то предлагает ограничить для туристов доступность религиозных объектов, а кто-то и вовсе запретить их посещение иноверцам. Учесть всех туристов, которые въезжают на территорию республики, и провести с ними профилактическую беседу или разговор. Однако, как я и сказал раньше, у нас есть памятки, есть специальные информационные стенды, которые расположены у религиозных объектов. И на этих памятках очень подробно описано, как нужно вести себя на данных объектах. Я хотел обратиться ко всем туристам, которые приезжают в Чеченскую Республику. Мы не так много просим от наших туристов. Мы на самом деле хотим, чтобы они оказывали уважение к молящимся, к чувствам верующих. Как вы знаете, преобладающее количество жителей Чеченской Республики являются мусульманами. У нас действительно на территории нашего региона расположены уникальные мечети. Одна из них даже является самой большой мечетью в Европе. И нам бы, конечно, хотелось, чтобы обычные элементарные нормы приличия, я понимаю, что нормы приличия у всех свои, но если говорить так обобщенно, я бы, наверное, сказал так: пожалуйста, не делайте ничего, за что вам было бы видно, если бы это увидела ваша мать либо бабушка. Также министр ответил на вопросы региональных СМИ касательно развития данной сферы в целом. Новые локации у нас открываются постоянно. Очень активно сейчас начал развиваться Галанчевский район. Там планируется строительство большого комплекса туристического. Он будет называться, даже можно назвать его туристским кластером Деймок. Также активно сейчас развивается Наживитовский район. Буквально несколько лет назад мы знаем, что в Наживитовском районе не было ни коллективных средств размещения, ни каких-то ресторанов, тем более объектов притяжения для туристов, кроме как географических. Понятно, что всем были известны замечательные реки, там, тот же источник Аркитей и так далее, и так далее. Но из-за отсутствия инфраструктуры эти объекты были практически недоступны. И Рамзан Ахматович проделал очень большую колоссальную работу, и его команда за последние годы привлекла такое огромное внимание к Биною, вообще к Наживитовскому району, что сейчас мы видим, как инвесторы начали вкладываться с появлением инфраструктуры, это дороги, электричество, газификация даже удаленных населенных пунктов в Наживитовском районе. Потихонечку приходят инвесторы. В Грозном стартовал первый книжный фестиваль. На площадке Национальной библиотеки проходит ярмарка, творческие встречи с известными авторами, а также семинар для специалистов библиотек. Гостей ждет по-настоящему культурно-развлекательная программа. Амина Тупилагова соприкоснулась с вечным.
Насыщенная культурно-развлекательная программа и возможность ознакомиться с бестселлерами по психологии, истории, публицистике, а также детской литературой представилась участникам первого книжного фестиваля в Грозном. Большое культурное событие для Чеченской Республики, для города Грозного. Очень важно, что он проходит именно на Северном Кавказе, в городе Грозном. И даже я вижу, люди из других регионов Северного Кавказа приезжают сюда. Это очень важно, что наш город, что наша республика становится центром культурного притяжения других регионов, центром на Северном Кавказе хотя бы, я в дальнейшем, надеюсь, и на юге России, потому что очень важно, чтобы наша культура развивалась, крепла, чтобы мы могли транслировать свои какие-то ценности уже дальше. В рамках проведения первого дня фестиваля состоялась творческая встреча с известным блогером, переводчиком и публицистом Дмитрием Пучковым. Он ранее уже бывал в регионе и в своем приветственном слове отметил его преображение. То, что город лучше стал, я не знаю, у вас, во-первых, очень чисто. Это вот то, что в глаза бросается. Очень чисто. Далее у участников встречи была возможность задать блогеру вопросы, и они оказались достаточно серьезными. О его деятельности, об отношении к иноагентам, а также о пропаганде традиционных ценностей в стране и патриотизме. Не осталась в стороне и тема специальной военной операции и непосредственного участия в ней бойцов из Чеченской Республики. Показывают себя как настоящие мужчины и настоящие воины. То, что Рамзан Ахматович воспитывает вот таких людей, ну, честь ему и слава. То есть это человек, который понимает, куда движется страна, куда движется его республика и куда идет его народ. Здесь же презентовали сборник «Воскресшие на Третьей мировой войне» лично составителями Алексеем Колобродовым и Олегом Демидовым. Современная военно-патриотическая поэзия направлена на самый широкий круг читателей и особо актуальна в нынешних реалиях. Пик этого явления он как раз начался весной 22 года. И летом. И до сих пор продолжается. До сих пор мы видим неослабевающий совершенно интерес к этому явлению. Такое масштабное культурное событие собрало не только жителей региона, но и гостей из других субъектов. Евгений Безверхов ехал специально на книжный фестиваль из Краснодара. В среду увидел сообщение, что будет фестиваль. Бросили все дела, думаю, надо ехать. Давно, повод отличный. Давно хотел побывать в Грозном. Очень красиво, все классно. Первый день уже все оправдалось. Да, абсолютно. Не жалею, собираемся летом с детьми приехать, когда все зацветет, запахнет. Организатором культурного события для взрослых и детей является одно из крупнейших российских издательств «Питер». Совместно с Национальной библиотекой при поддержке Министерства культуры Чеченской Республики. На фестивале также работает детская площадка. Малыши, пока их родители посещают творческие встречи и презентации книг, могут принять участие в занимательных играх и конкурсах. Жители и гости региона могут стать участниками большого культурного события с 30 марта по 1 апреля на площадке Национальной библиотеки Чеченской Республики. Амина Тупелагова, Резван Насипов, Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события, и еще больше новостей вы можете узнать и на наших социальных платформах, и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.